Сегодня я закажу гамбургер, Расмус водит как фин, и Тони разговаривается со своими зеркалами. Здравствуйте и добро пожаловать! У нас сегодня 3 обзора. Мы смотрим Audi, Peugeot и Subaru. А они особые, потому что мы используем их каждый день. Я знаю, что вы думаете, они отличные, а не всегда. Это мой клип. Peugeot 206. Автомобиль французской компании выпускается с 1998 года. Классический Peugeot 206 – это 3- или 5-дверный хэтчбэк. Однако существуют и другие варианты кузова – седан, универсал и купе-кабриолет. Его симметричный и благородный силуэт, его невероятный динамичный облик – все подтверждают «да». Перед нами Peugeot 206. Ой, здравствуйте. Да, это машина, которую я буду испытывать. Эта машина удобная. В общем-то, да. В машине есть радио и кондиционер. И электростеклоподъемники. И электрорегулировка боковых зеркал. А машина быстрая. О да, еще бы. Благодаря аппаратистому двигателю объемом 1 литра он разгоняется от 0 до 100 за 8 секунд. Максимальная скорость достигает 200 км в час. Он такой шустрый, юркий. Даже если ехать быстро и с азартом, средний расход топлива не превысит 6 литров 100 км.
Те любил маленькие сооружения хэтчбеки. А этот один из лучших. Давайте, время новости. Новый романский автомобиль Dacia Sandero будут продавать в Эстонии. Хорошо. Пойдем дальше. У Расмуса информации о новой Феррари. Да, у Ferrari 4 6.3-литровый V12 мотор, у которого 650 лошадиных силой. Он весит 1790 килограммов и ускоряет до 100 на 3,7 секунды. И максимальная скорость у него 340 км в час. Это почти так быстро, как Феррари Олега. Замечательные новости. У Dacia Sandero будет система распределения тормозных усилий. И что еще? Это все. И теперь посмотрим, как Расмус водил свои Subaru. Машины японские имеют 4 сиденья, имеют трудонадув, полный привод, родились в мире ралли, разгоняются с 0 до 100 меньше, чем за 5 секунд. Максимальная скорость 250 км в час. У нее есть рычаг переключения передач, руль и ключ. Значит, все в порядке. О, здесь все так просто. Мотор настолько мощный, что может пропусковывать колеса бесконечно. Это так легко. Он реально потрясающий. И я думаю, я знаю, что на Ferrari или Lamborghini в этот поворот ходишь 100 км в час. Я только что вошел в него на 160 км. Нет такой машины, которая управлялась бы как это. И сейчас время подвергать Subaru на нашем круге. И у нас самый подходящий человек для этого. У нас ручной гонщик. Некоторые говорят, что он только знает 2 фразы в русском языке. Как его зовут и сколько ему лет. И что его ДНК такой же, как клише пыли. Мы только знаем, что его зовут Стиг. И начинается. В первом повороте немного недостаточной поворачиваемости. Конечно, Стиг любит вокализа Эдварда Хилля. Красивый дрифт во втором повороте. И посмотрите этого Subaru. Он летит. Последний поворот и финиш. И Subaru сделал круг в 1 минута
33,7 секундов. И это новый рекорд на нашем доске. И, наконец, я ехал на обеденный перерыв. Echoing. Echoing in my mind. Немцы говорят, что он самый маленький и компактный Audi в мире, и что он идеальный для городского окружения. И поэтому мы здесь, в самом модерном городе в Восточном Европе, Ласнаме. Audi все, что можно хотеть. Центральный замок, кондиционирование воздуха, электростеклоподъемник и CD-менятель для 6 дисков. Он кажется простым и непривлекательным для воров, и это отлично, потому что его защищает только красный мигающий огонек. Эта машина хорошая для покупки. В багажнике можно класть свой внук. Я хороший внук. Твою мать, здесь холодно. А самый важный вопрос, как чувствуется его водитель? Скучный. Ускорение до 100 длинный, а за этого не надо беспокойся, потому что бензин вытекает первым. Объем бака только 30 литров, и поэтому невозможно импортировать с ним бензин из России. И тоже есть звук. Слушайте этого шума. Это как пишущая машинка упадет по лестнице. А он идеальный для узких уголев, например, драйв-ин в Макдональдсе. Как видно, машина идеальная для гамбургеров, но ужасный для всего другого. Это вкусный гамбургер. Нихуя, давай. Ты серьезно потерял свою машину? Да. И я слышал, что случился с твоим тоже. Ну да, я сломал коробки передач. Моя машина в совершенном состоянии. И она французская. И с этим сюрпризом мы закончимся. Спасибо, что смотрели, и добрый вечер.